из Таджикистана, вы с нами, вы в зале, и потом будет выступать Social Support Legal Promotion and Monitoring Center, Нойла. Оператор, добрый день, уважаемые дамы и господа, представители стран-членов ОБСЕ и правозащитных организаций, а также присутствующие здесь в зале уважаемые коллеги. Меня зовут Салим Сабаев, я гражданин Таджикистана, также являюсь пресс-секретарем Национального альянса Таджикистана, объединенных 3 таджикских оппозиционных партий и движений в изгнании. В первую очередь хочу выразить свою благодарность за ваш труд и вклад в развитие демократии и защиты прав человека во всем мире, и особенно в моем родном Таджикистане. Мы видим, как вы стараетесь улучшить качество жизни каждого человека в Таджикистане, но мы также очень высоко оцениваем ваш вклад в привитие и закрепление общечеловеческих и демократических ценностей в таджикском обществе. Но надо отметить и принять тот факт, что, к сожалению, все эти старания и кропотливые труды не дают ожидаемого результата. Диктаторский режим, правящий Таджикистан уже более 30 лет, делает свое дело. Права человека и его достоинства в Таджикистане находятся на критическом уровне. Это все подтверждается, во-первых, отчетом самих международных организаций, а во-вторых, атмосферой, образовавшейся в самом Таджикистане. Атмосфера страха и гонений. Народ Таджикистана переживает времена, подобные периоду сталинских репрессий. Государственная машина, вооруженная и вдохновленная безнаказанностью и самоуправством, уже давно перешла все границы человечности. Переполнены политзаключенными тюрьмы, где томятся вместе с убийцами, ворами и насильниками, или вместо них невинно осужденные журналисты, адвокаты и гражданские активисты. При таких условиях говорить о демократии на национальном, региональном и местных уровнях не имеет смысла. Гражданское общество в Таджикистане подавлено полностью со стороны государства. Гражданин не имеет возможности реализовать свои фундаментальные права. Привожу простой пример. Глава государства при встрече с молодежью, обращаясь к ним, сам лично заявляет и угрожает, что они не должны вмешиваться в политику и государственное управление. В противном случае будут отвечать перед законом. И это все транслируется по государственному телевидению по несколько раз. Мы считаем, что в нашем случае надо найти пути оказания помощи в первую очередь для возрождения и восстановления гражданского общества и гражданских институтов с учетом того, что власть в Таджикистане не заинтересована в этом процессе. Это возможно, если страны-члены ОБСЕ с участием таджикских гражданских активистов, правозащитных организаций и политических партий, находящихся за пределами страны, особенно тех, кто находится на территории Европейского Союза, совместно разработаем механизмы воздействия и найдем пути выхода из кризисной ситуации. Благодарю за внимание. Спасибо вам.